ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 10 часов утра. Первое заседание городского совета после летнего отпуска. На повестке дня 15 вопросов. Уже при обсуждении первых разгорелись жаркие споры. Например, пункт о внесении изменений в решение горсовета об установлении земельного налога. По сути, предлагается освободить от выплат ряд предприятий. Потери города при этом компенсирует республиканский бюджет. Ухте выделяют 30 миллионов рублей. Однако, по мнению части депутатов, главный вопрос не столько в деньгах, сколько в эффективности. Нужно, наверное, улучшить работу земельного департамента нашего по межеванию земель. Тогда мы сможем компенсировать эти расходы путем добавления тех земель, за которые у нас еще не оформлены земли. Люди будут платить, и бюджет будет пополняться. Это самое нормальное решение. Еще одна важная тема – возможное банкротство Ухта-Энерго. Ранее уже стало известно, что имущество предприятия передают в аренду республиканской коми-тепловой компании. При этом из бюджета коми выделены 40 миллионов рублей на погашение долгов МУПа. Собственность Ухта-Энерго по-прежнему принадлежит ухтинской администрации, но депутаты вновь говорят об управленческих решениях. У меня вопрос, а почему мы его передали в аренду, а не просто взяли и продали? Сейчас вот мы его вводим в ноль, да, то есть оно нормальное, ликвидное. Просто бы продать, пускай даже там недорого, чтобы мы больше за него не отвечали, чтобы мы больше потом с бюджета деньги на выделение убытков не выделяли, на компенсацию убытков не выделяли. Предварительный срок аренды при передаче 1 месяц, а затем он продлевается на 3 года. 40 миллионов рублей из республики целиком уйдут на погашение долгов Ухта-Энерго за газ. Кажется, все складывается наилучшим образом, но депутаты опасаются, что после 3 лет предприятие может вернуться в еще более худшем состоянии. В защиту предложения выступил Игорь Михель. Это предприятие было доведено до такого состояния, что город у нас замерзнуть должен был еще прошлой зимой. Наконец, мы провели все, так сказать, необходимые действия, которые были очень нелегкие, я вас уверяю. Значит, передаем это коми-тепловую компанию, которая появилась 14 филиалов этой республики. Наконец мы выбили с кровью эти 40 миллионов в республиканском бюджете, хотя это тоже было очень непросто. И, значит, погашаем все эти, так сказать, долги и обеспечиваем нормальную, бесперебойную работу по прохождению осенне-зимнего периода. В итоге проект решения в целом был единогласно принят депутатами. Также голосованием были одобрены еще 13 вопросов. Лишь последнее о внесении изменений в правила застройки и землепользования был отвергнут. Пункт касается водоохранной зоны в районе одного из домов на Заречной улице, а также земли племенного хозяйства Ухта-97. Решением депутатов вопрос был отправлен на доработку.